Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я вам расскажу о медиации в бизнесе. Медиация для бизнеса и в бизнесе имеет ряд своих особенностей. Традиционно предприниматели дают предпочтение судебному механизму защиты нарушенных прав и интересов. Но вынесенное судом решение зачастую не устраивает обе стороны, и в итоге конфликт не разрешается и обрастает дополнительными судебными тяжбами, либо стремлением проигравшей в суде стороны не исполнять судебный акт. В последнее время бизнес стремится урегулировать существующие разногласия при помощи медиации, ведь на кону контракты, репутация и личные отношения с партнерами. Итак, чем медиация интересна для бизнес-сообщества? Прежде всего, своей оперативностью. Время, как говорится, деньги. Судебные разбирательства могут длиться годами, а также являются очень затратными и утомительными для сторон и самой организации. Медиация, в свою очередь, позволяет разобрать все по полочкам, всего за несколько медиативных сессий. Максимальный срок проведения медиации – 180 дней. При этом работа предприятия не парализуется, стороны сами выбирают время, удобное для них для проведения встреч. Более того, стороны ничем не рискуют, они могут выйти из медиации в любой момент. А если не сумеют договориться, то смогут воспользоваться классическими вариантами разрешения конфликта, то есть обращением в суд. Бывает и так, что в процессе судебного разбирательства стороны решают обратиться к медиатору. В этом случае для мирного урегулирования спора суд откладывает рассмотрение дела на срок до 60 дней. В любом случае поразительным является тот факт, что бесполезной медиации не бывает никогда. Даже в тех случаях, когда медиативное соглашение не достигается, стороны покидают поле битвы в уже ином качестве. Они начинают разговаривать по существу своих интересов. С осени 2019 года у предпринимателей появилась возможность удостоверить медиативное соглашение у нотариуса. В этом случае оно имеет силу исполнительного листа. Что это значит для бизнеса? Это значит, что без обращения в судебные инстанции в короткие сроки можно получить на руки исполнительный документ, который будет гарантировать выполнение установленных договоренностей в принудительном порядке. Второй момент, очень важный для бизнеса, это конфиденциальность. Не навредит для компании огласка конфликта. Как наличие спора скажется на репутации компании, на участии в государственных закупках или на получении кредита? Судебное решение с подробным обоснованием появится в открытом доступе в электронных базах судов. К тому же недовольная сторона нередко начинает оглашать негативные факты и публиковать статьи в интернете, которые не идут на пользу оппоненту. Между тем, медиация гарантирует конфиденциальность. Если спор решается до суда, о сути конфликта и об условии вашего соглашения никто не узнает. Такой основополагающий принцип делает медиацию очень востребованной и привлекательной для бизнеса, так как сохраняется лицо компании и не страдает ее репутация, ни репутация собственников, либо участников общества. Более того, конфиденциальность конфликта очень важна для сохранения инвестиционной привлекательности бизнеса, ведь наличие корпоративного спора может существенно снизить оценку бизнеса, либо вовсе стать причиной отказа инвестора от инвестиций. У медиаторов нет публичных баз. Кроме сторон и медиатора, никто не осведомлен о текущем споре. Стоит отметить, что нормами процессуального законодательства запрещено допрашивать в качестве свидетелей лиц, которые выступали в качестве медиаторов во время проведения досудебного урегулирования спора. Эта норма дополнительно гарантирует конфиденциальность процедуры, а также то, что информация, раскрытая медиатора, не будет влиять на возможное судебное разбирательство.
Следующей ценностью медиации для бизнеса является ее относительно невысокая стоимость. При судебном разбирательстве судебные издержки могут превышать изначально заявленные исковые требования. Проигравшая в суде сторона обязана будет выплатить второй стороне понесенные судебные издержки и уплаченную государственную пошлину. В свою очередь, при подаче иска цена госпошлина при крупных размерах иска является очень существенной. И не всегда компания имеет возможность оплатить такую государственную пошлину. В этих случаях обращение к медиации является очень выгодным и экологичным способом разрешения конфликта. Следующей особенностью медиации это является ее взаимовыгодное решение. Одним из главных преимуществ медиации является то, что стороны конфликта принимают решения самостоятельно. Это намного увеличивает вероятность исполнения такого решения, потому что оно будет соответствовать интересам сторон. И кроме того, участие медиатора как беспристрастной стороны полностью нивелирует риск получить непредсказуемое решение. Стороны управляют процессом. То есть в процедуре медиации может быть окончательным только то решение, которое устраивает обе стороны. Почему медиация выгоднее? Немаловажным фактом является и то, что медиация – это возможность договориться о многих вопросах. В такой процедуре не выясняется, кто был прав, а кто виноват. Процедура ориентирована на будущее. Это позволяет сохранить партнерские отношения, несмотря на произошедший конфликт. Обе стороны выступают не друг против друга, а поворачиваются лицом к проблеме. Таким образом, мы приходим к выводу, что процедура медиации является вполне доступной, конфиденциальной, эффективной, часто очень результативной, экономичной и оперативной. Возникает вопрос, в каких случаях может быть использована медиация? Как правило, это коммерческие споры, связанные с исполнением либо неисполнением договорных обязательств, начиная от небольших споров по поставке грузов и до строительства сложных предприятий и комплексов. Обо всем этом можно договориться. Споры в таких сферах, как торговля, финансы, недвижимость, энергетика, трудовые споры, а также спор находится в зоне возможных решений с помощью медиации. Сюда также можно отнести внутрикорпоративные споры и межкорпоративные споры, а также споры, связанные с авторскими правами и интеллектуальной собственностью. Медиативная оговорка. Если для компании важно разрешать споры в досудебном порядке, то она может во всех своих договорах прописать медиативную оговорку. Это означает, что спор не может быть передан на рассмотрение суда без прохождения процедуры медиации. В зарубежной практике медиативная оговорка – важная часть контракта, которая подчеркивает статус и репутацию компании как добросовестного бизнес-партнера. Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что медиативная оговорка может заменить собой претензионный порядок. Наличие в договоре медиативной оговорки позволяет контрагентам заранее выбрать медиатора или ассоциацию, организацию медиаторов, в которую они будут обращаться при возникновении спора по конкретному договору. Если стороны находятся в разных городах, то идеальным вариантом для них станет указание в договоре на организацию медиаторов либо ассоциацию медиаторов, имеющих своих представителей в каждом из регионов. В таком случае каждой из сторон будет удобно обратиться к медиатору в своем регионе. Если в договорах отсутствует медиативная оговорка, то процедуру медиации можно провести на основании соглашения сторон о применении медиации по конкретному вопросу, либо заключить дополнительное соглашение к уже существующему договору. И в заключение мы скажем, что медиация в России для бизнеса существует, и в целом наблюдается положительная тенденция. Отечественный бизнес все чаще пытается урегулировать споры при помощи медиации, откладывая судебное разбирательство на потом. Бизнес не хочет судиться, он хочет получить результат. Медиацию будут еще более активно применять в спорах с государственными органами, в строительстве, в страховании,
в спорах по кредитам и земельных спорах, а также в спорах, связанных с торговлей и транспортом. Медиация – это способ честно провести переговоры в присутствии нейтральной, авторитетной стороны. Это законный способ получить выгоду в переговорах. Медиаторы уже сейчас специализируются на определенных темах, и эта тенденция сохранится. Спрос на медиаторов будет расти, так же, как и стоимость их услуг. Хотя медиацию можно начать на любой стадии судебного разбирательства, а также в процессе исполнения решения суда, чем раньше мы обратимся к этому способу разрешения споров, тем больше возможностей избежать лишних затрат времени, средств и здоровья. Последнее, пожалуй, самое важное. На этом мы закончим, и в заключение мы предлагаем вам поразмыслить над вопросом, для чего нужно включать медиативную оговорку в договор.